Представители чувашских диаспор за рубежом хранят культуру родного народа и даже стараются ее развивать и продвигать в чужой стране. Так в Эстонии выходит радиопередача на чувашском языке и работает музей национального костюма. А недавно там выпустили книгу о чувашах для школьников. С главным идейным вдохновителем этого проекта встретилась наша съемочная группа. Уроженка Чувашии Ираида Захарова больше 30 лет живет в Таллине. Для того, чтобы не забывать родной язык и традиции, женщина приняла участие в создании культурного объединения Чувашии в эстонской столице. Сегодня на их счету немало заметных дел. Они организовывают праздники. Недавно выпустили почтовую марку с изображением церкви в городе Пярну, которая построена по проекту нашего знаменитого земляка, архитектора Петра Егорова. И даже создали радиопередачу на чувашском языке, которая выходит в том числе в интернет-версии. Нас слушает не только вся Эстония, нас слушают диаспора чувашские. И Казань, и Тюмень, и Новосибирск, и Красноярск, Петербург, Москва. Представители Таллинского объединения Чувашии также выпустили книгу о народности, которая включена в школьную программу и имеется во всех учебных заведениях Эстонии. А несколько лет назад Ираида Захарова открыла в Таллине музей чувашского костюма. Мы с удовольствием делаем все, чтобы чувашская культура была значимой. Чувашский язык звучит. Мы о своей культуре рассказываем. Сегодня в Эстонии проживает более 1000 чувашей. К примеру, в таллинском представительстве более 30 человек. Одно из самых активных сообществ находится в Нарве. Здесь постоянно устраивают посиделки с национальными песнями и танцами. Ведь если не вести такую работу, все забудут о родном языке и культуре. А этого ни в коем случае нельзя допускать, уверена Ираида Захарова. Наталья Егорова, Алексей Яникин, Павел Рюдков. Вести Чувашия.